Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «В центре внимания» и я ее ведущий Олег Авелев. Сегодня круглый стол в нашей студии посвящен национальным проектам. Представлю участников. Светлана Александровна Енилина, министр финансов Чувашской Республики, заместитель председателя Кабинета министров. Николай Станиславович Николаев, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России, депутат Государственного совета Чувашской Республики. Владимир Николаевич Иванов, ректор Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Александр Николаевич Рыбаков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. Для начала, уважаемые телезрители, предлагаю посмотреть сюжет ГТРК «Чувашия». Заседание Совета при главе Чувашии по стратегическому развитию прошло в довольно быстром темпе. Чуть больше часа потребовалось на рассмотрение 9 вопросов. Все министры доложили о том, что целевые показатели приведены в соответствии с соглашениями, недавно подписанными с Федеральным центром, а объемы финансирования большинства региональных проектов увеличены. Сумма финансирования в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» уточняется в сторону увеличения по этому региональному проекту на 34,5 миллиона рублей. Региональный проект предусматривает реализацию доп. Мероприятий по грантовой поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, предоставлению субсидий сельхозкооперативам и достижению показателей эффективности центров компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Гражданам поддержки в улучшении жилищных условий 35 миллионов, по ветеранам с ростом почти в 2 раза к прошлому году, по инвалидам 41,5 миллиона с ростом в 2 раза, по молодым семьям сумма 397 миллионов с ростом в 48%, по многодетным семьям 100 миллионов с ростом на 53%. В Чебоксарах по программе оздоровления Волги построят 13 очистных сооружений. Они позволят в 3 раза снизить объем сточных вод в реку. Благодаря проекту «Чистая страна» в ближайшие 5 лет планируется ликвидировать возле городов 4 несанкционированные свалки. К 2024 году полностью должны быть восстановлены площади вырубленных и погибших лесов. Изменения внесены также в паспорта региональных программ, реализуемых в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», производительность труда и поддержка занятости, образование, культура, безопасные и качественные автомобильные дороги. Наша задача – создавать благоприятную среду, чтобы бюрократические проволочки не создавали разные препятствия по согласительным процедурам, по открытию предпринимательского дела. Соответственно, те, которые хотят и желают заниматься, мы должны там быть всегда, как я говорю, еще раз подчеркну, помощниками. Итак, национальные проекты, об этом мы говорим часто. Тем не менее, что же такое национальные проекты? Для тех наших зрителей, кто абсолютно не в теме, но хотел бы в этом разобраться. Предлагаю высказаться всем участникам круглого стола, чтобы как можно яснее представить картину для тех, кто нас смотрит сейчас. Кто, как представляет себе в общих чертах, что такое национальные проекты? Ну, позвольте тогда я скажу. Мы все знаем и слышали про 204-й указ президента страны, в соответствии с которым определены национальные цели, стратегические задачи развития нашей страны на следующие 6 лет. Согласно этому указу определены также индикаторы, которые мы должны достигнуть. В рамках реализации данного указа было разработано на федеральном уровне 12 национальных проектов, которые отражают всю практическую жизнедеятельность людей, которые проживают в нашей стране. Это и социальная сфера, образование, здравоохранение, демография. Ну, соответственно, затрагиваются и реальный сектор экономики, это и безопасные качественные дороги, это поддержка малого бизнеса. Как сказал председатель правительства Российской Федерации, что национальные проекты – это чертеж развития, будущего развития нашей страны. Действительно, конечно, это очень масштабные проекты. Ничего в современной стране, в нашей стране такого масштабного проекта не реализовывалось. Сегодня мы говорим о новом государственном управлении, всех сферах жизнедеятельности. И, соответственно, в последующем уже эти национальные проекты, они будут, так скажем, внедрены как государственное управление в нашей стране. Конечно, здравоохранение занимает, мне кажется, одно из центральных мест в реализации национальных проектов. Это уже, может быть, 2-я генерация национального проекта. Вот первый национальный проект у нас реализовывался с 2006 года. И ставятся амбициозные задачи. В первую очередь, это, конечно, повышение ожидаемой продолжительности жизни нашего населения.
Если я напомню, по прошлому году по Чувашской республике этот показатель составил 73,5 года, то мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году средняя ожидаемость продолжительности жизни в нашей республике была не менее 78 лет. Это действительно очень амбициозная задача. Следующий показатель – это снижение смертности среди лиц трудоспособного возраста, снижение смертности от таких серьезных заболеваний, как сердечно-сосудистых, онкологических, ну и снижение смертности в младенческом возрасте. Вот это 5, наверное, таких крупных показателей целевых, которые дадут кумулятивный ожидаемый эффект увеличения продолжительности жизни и, соответственно, улучшения качества жизни нашего населения. Я представляю образование, но прежде всего я хотел бы несколько слов в свое понимание национальных проектов тоже подчеркнуть. Две вещи принципиально важные. Это первое, национально понятно, касается всех жителей Российской Федерации, и каждый субъект Российской Федерации участвует в этом проекте. И притом это проект, который реализуется в разных сферах, объединяет людей. Вот проектные технологии, как раз в чем его преимущество и смысл, люди по интересам, по целям, конкретным результатам объединяются для реализации, достижения определенных показателей, о чем уже Станислав Николаевич говорил. То есть конечные результаты прописаны, сроки прописаны, механизмы реализации прописаны, но самое ключевое, эти идеи поддержаны государством. То есть идеи, исходящие от народа, субъектов федерации, исходящие из муниципальных органов власти, поддержаны государством и поддержаны прежде всего финансово. Вот эта сама идея, когда снизу вырастает идея и она поддержана, наверное, дает как раз мощный эффект. Это вот как раз и здравоохранение показало результативность, потом образование, реализовывались много проектов интересных, поэтому сегодня вот как раз современная школа для родителей очень актуальна. Наверное, вот вспоминаем всегда все, какой ажиотаж был, чтобы попасть в первый класс, какой ажиотаж был, чтобы попасть в детский сад. Сегодня эти проблемы, они снимаются, потому что благодаря этим проектам реализуются целенаправленно, достигаются результаты, удовлетворяющие наше население. С точки зрения моей предпринимателей, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – это, наверное, больше об общероссийской национальной задаче сделать так, чтобы было больше предпринимателей, причем создать систему, при которой бы от идеи, от начала реализации проекта до его финансирования, до непосредственно выхода на рынок была поддержка. И эта поддержка подкрепляется не только финансово, но и различными другими механизмами, организационными инструментами. И вот в этой связи очень интересны такие проекты, которые направлены на увеличение доступа малого предпринимательства к госзакупкам. Или система, которая направлена на улучшение условий ведения бизнеса, или снижение или снятие административных барьеров там, где они еще есть. Спасибо. Надеюсь, общими усилиями мы смогли построить картину, и сейчас будем говорить об этом более конкретно. Чуваши активно участвуют в реализации национальных проектов. Что дает республике, ее жителям, и как должно сказаться это на уровне жизни? Светлана Александровна, хочется опять услышать вас. Да, спасибо. В целом мы в республику участвуем в 11 национальных проектах, и на реализацию за 6-летний период у нас предусмотрено 77 миллиардов рублей. При этом необходимо учитывать, что при каждом уточнении и при последующих формировании бюджета ежегодно пересматривается это объем в сторону увеличения. Основные, конечно, такие проекты, как демография, это в первую очередь для нас, конечно, который затрагивает интересы, наверное, всех наших граждан, это поддержка семей, имеющих детей. Соответственно, это направление будет поддержано, оно расширено, и, соответственно, только в текущем году на реализацию национального проекта демографии мы будем выделять 2,2 миллиарда рублей. Здесь я особо хотела бы отметить, что в рамках национального проекта демографии у нас есть еще региональный проект «Старшее поколение», где действительно достаточно серьезное внимание будет уделено это старшему поколению. Основная задача, наверное, всех проектов, которые будут реализованы на территории нашей республики, и страны, конечно, это создание комфортных условий для наших граждан, для того, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. Соответственно, мы будем сегодня говорить и о образовании, там тоже очень точно серьезные ключевые региональные проекты, которые предусматривают возможность раскрытия талантов наших детей, возможность развития наших детей. Соответственно, если мы сегодня будем говорить о здравоохранении, в текущем году на данный региональный проект будут выделены из бюджета более 1 миллиарда рублей, это 1 миллиард 180 миллионов рублей. Акцент будет сделан на
приведение в соответствие с современным требованиям всех детских поликлиник. Акцент будет сделан также на сосудистые заболевания. Если говорить о безопасных, качественных дорогах, сегодня очень часто наше население говорит о необходимости улучшения качества дорог, то, соответственно, это целевые показатели по приведению нормативного состояния наших дорог. Если смотреть по объему финансирования, безопасные качественные дороги, они самые объемные в целом в общей сумме реализации или финансирования всех расходов на национальные проекты. Здесь мы достаточно серьезно будем уделять внимание в первую очередь, согласно указа президента страны, это на дороги регионального уровня. В последующем уже наша задача довести до нормативного состояния всех дорог муниципального значения. Тема очень широкая. Понимаем, что большие средства заложены прежде всего в улучшении качества жизни жителей Чувашии. Но в рамках сегодняшней программы предлагаю подробнее остановиться на 3 национальных проектах, учитывая компетенцию экспертов, присутствующих в студии. Это здравоохранение, образование и малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Существует государственная программа Чувашской Республики развития здравоохранения. Давайте поговорим о ней. И опять, Светлана Александровна, какие основные пункты программы, какие средства заложены на реализацию в текущем году и в ближайшие годы? На что они будут направлены? Я, наверное, сейчас скажу вам более про большую программу, которая у нас разработана до 1935 года. На реализацию данной программы предусматривается 419 миллиардов рублей. Соответственно, учитывается здесь, конечно, ресурсы и Фонда обязательного медицинского страхования, и ресурсы республиканского бюджета, потому что у нас уже не первый год реализуется одноканальное финансирование системы здравоохранения. Соответственно, сама государственная программа, она поделена на 3 этапа. Первый этап – это, в общем-то, преобразование в системе, в последующем уже инновационное развитие отрасли и уже вывод системы здравоохранения совершенно на новый уровень. Действительно, здравоохранение для нас это очень важное направление. Соответственно, здесь само по себе формирование расходов бюджета, оно всегда является первоочередным. Но внутри этой программы, как мы сегодня говорим, сидит и национальный проект, региональные проекты. В целом по здравоохранению, как я уже говорила, именно на национальный проект предусмотрено 1 180 000 000 рублей. Основные наши акценты, исходя, конечно, в первую очередь, это увеличение продолжительности жизни. И мы из чего исходим? Исходим из чего? От каких заболеваний мы больше теряем людей. Соответственно, акцентируем свое внимание и в принятии, так скажем, выделения денег и в совершенствование, введение новых технологий, соответственно, и оборудование современное мы покупаем. Конечно, очень серьезный акцент у нас будет сделан и в онкологии. Соответственно, мы очень достаточно серьезное внимание сегодня уделяем и высокотехнологической медицинской помощи. Здесь, наверное, достаточно серьезную оценку дают нам те граждане, которые приезжают к нам лечиться. И мы ежегодно видим в бюджете обязательно территориального фонда обязательного медицинского страхования, у нас ежегодно большими темпами растут ресурсы за тех людей, пациентов, которые лечатся в нашей больнице, но они проживают в других регионах. То есть к нам приезжает очень много лечиться, и ежегодно этот объем у нас растет. Соответственно, это и есть индикатор качества оказания медицинской помощи на территории Чувашской Республики. Более подробно, наверное, нам эксперты скажут. Да, Николай Станиславович, вы как врач, как специалист в области здравоохранения, руководитель крупного медицинского центра, вы ощущаете действие государственной программы и национальных проектов? Безусловно, каждый национальный проект, он подразумевает под собой конкретные мероприятия. И мы знаем, что у нас в республике выстроена трехуровневая система. Конечно же, основные средства в любой стране направляются на первичную медико-санитарную помощь. И здесь тоже в национальных проектах сделан большой упор на развитие первичной медицинской помощи. И только в этом году мы на территории республики построим 26 ФАПов. Уже к тем 179 ранее построенным. С 2012 года у нас эта программа действует, она дает очень хороший результат. Помимо этого, мы прекрасно понимаем, что сколько бы современного оборудования поступало, но основной фактор – это люди. И поэтому кадровое обеспечение нашей отрасли является, наверное, таким краеугольным вопросом. Ежегодно предполагается, что не менее 150 молодых врачей будут приходить в отрасль. И
к 2024 году мы должны закрыть потребность средних медицинских работников и врачах не менее чем на 95%. Это очень амбициозная задача, и я считаю, что это один из таких вот индикативных показателей реализации национального проекта. То, что касается развития специализированной медицинской помощи, вот на тех вопросах, на которых мы остановились, здесь тоже у нас есть конкретные мероприятия. Ну, в частности, на территории республики действует один региональный сосудистый и 7 первичных отделений сосудистой помощи. Так вот, предполагается, мы направим более 600 миллионов на переоснащение вот этих сосудистых центров. Только наш республиканский онкологический диспансер получит свыше 1 миллиарда рублей на приобретение нового современного оборудования. Помимо этого мы построим еще 4 первичных амбулаторных диагностических онкологических центра, где в течение 2 недель каждому пациенту, кто туда обратится, необходимо будет поставить диагноз и назначить лечение. На оснащение каждого такого центра предполагается выделить не менее 15 миллионов рублей. В Чувашии активно строятся фельдшерско-акушерские пункты. В 2018 году введено в действие 50 пунктов. Если сравнить с цифрами по стране, то в этом году по всей России, уточнее по всей России, предусмотрено открытие всего 350 ФАПов. Получается, что мы впереди России, вся 1/7 часть это Чувашия. Вложены средства, при этом, если не будут развиваться населенные пункты, население в них будет умирать по тем или иным причинам или эмигрировать. Какова судьба таких ФАПов, если не будет хватать, опять же, квалифицированных кадров, а эта проблема, как вы уже сказали, назрела, они будут пустовать и закрываться. Что делать в таких условиях? Ну, во-первых, мы подходим комплексно к развитию села. Да? Нет такого, чтобы вот только там ФАП и так далее. Вы посмотрите, сколько вообще в целом объектов социального назначения мы построили. Это и дома культуры, и ФАПы, и школы современные, которые будут строиться опять-таки в рамках национального проекта. Но, конечно же, в первую очередь задача обеспечения квалифицированными кадрами. И один из путей – это реализация так называемого контракта с выпускником, когда он, получая за бюджетные средства образования, обучаясь, получая стипендию за бюджетные средства, потом приезжает на село и работает не менее 3 или 5 лет. Да, ну вот, например, программа «Земский доктор» очень неплохо себя зарекомендовала. Свыше 430 врачей уже у нас прошли через эту программу. И еще раз повторю, что вот на ближайшие 5 лет мы ставим перед собой амбициозную задачу приблизительно 1200 выпускников направить в первичное звено здравоохранения. И таким образом полностью закрыть ту потребность, которая существует у нас как на фельдшерско-акушерских пунктах, так и вот в ряде центральных районных больниц. Конечно, большое подспорье было то, что, например, программа «Земский доктор» в этом году начала реализовываться и в малых городах. У нас 7 малых городов на территории республики. И, конечно, это большая помощь в решении кадровых вопросов, в первую очередь, конечно же, в сельской местности. Возраст увеличен, опять же, да? Да, там вообще сейчас возраст уже практически не имеет никакого значения. И это замечательно. Вот. А с прошлого года начала программа действовать «Земский фельдшер», те же самые подъемные средства 500 тысяч рублей, плюс наши республиканские программы, когда мы субсидируем жилье молодым специалистам. До 70% от стоимости жилья молодые специалисты могут получить стоимость строя жилье в сельской местности. И таких программ достаточно много. Плюс сейчас ряд муниципалитетов начали внедрять так называемое жилье, которое предоставляет тем, кто приезжает работать, служебное жилье. Это тоже одна из мер поддержки. И все это должно дать вот такой общий кумулятивный эффект. Перекликается эта программа и с образованием, потому что обеспечение кадрами и поддержка молодых в программе, или точнее в национальном проекте образования тоже одно из ключевых мест занимает. Вот национальный проект «Современная школа» — это не только здания, которые новые школьные, это оснащение школьных зданий, это методики, технологии, меняются обучение наших детей. И справедливо каждый родитель считает своего ребенка самым умным и, соответственно, пытается делать все, чтобы дать хорошее образование. И здесь второй проект, который регионально реализуется, это «Учитель будущего». Это перекликается, то есть оснащение, понятно, здания, лаборатории нужны, а кадры нужны прежде всего. И вот это как раз роль педуниверситета. Здесь возникает необходимость целевой подготовки. С этого года, с 1 сентября, начинает работать проект целевого обучения будущих учителей. И идея, инициатива президента России Владимира Владимировича Путина «Земский учитель» опять же перекликается благодаря опыту, который апробирован сегодня в системе здравоохранения. Он переходит в систему образования. Ну и, конечно, целевая подготовка, ранее профориентация
ориентация, я думаю, позволит решить ключевые задачи этого проекта «Учитель будущего». А с этим абсолютно логично пересекается развитие инициатив творческих способностей наших учеников. Такой проект, как «Успех каждого ребенка», или такой проект, как «Возможности каждому». То есть система образования, кто работает, это и учителю дать возможности, новые возможности, и ученику. То есть вот эти проекты, они сделаны комплексно, каждый проект со своими показателями, и я очень рассчитываю, что результаты, они появятся, потому что есть понимание, есть желание и стремление сделать для наших детей, для наших учителей и родителей все условия, чтобы возможность дать нашим детям хорошее образование. От проекта здравоохранения давайте перейдем к образованию. Основные направления национального проекта образования. Какие средства, на что они заложены и какие цели должны быть достигнуты в результате? В целом объем финансирования в текущем году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Но я здесь хотела бы еще обратить внимание на то, что кроме вот тех показателей национального проекта и регионального проекта, который мы реализуем, у нас еще не первый год реализуется на территории республики проект главы «Это наука в школу». Действительно очень интересный проект, который сегодня помогает реализовывать нашим детям свои возможности, свои таланты раскрывать, вне зависимости от того, где они сегодня учатся. Но наша цель, конечно, когда глава республики поставил задачу перед правительством, это повышение качества образования, уровня образования. Соответственно, именно основная эта цель, конечно, преследуется этим проектом. Соответственно, мы сегодня имеем неплохие результаты. Данный проект привязывает или предусматривает увязку всех школ, которые в сельской местности находятся, в городах, которые имеют наибольшие баллы по единому госэкзамену. И, соответственно, также на этой площадке у нас работает одномоментно и наука, это в лице Чувашского госуниверситета. Соответственно, это нам позволяет серьезно повысить качество образования наших детей. Как уже было сказано, что вот проект «Успех каждого ребенка», он действительно дает возможность развиваться нашим детям, и, соответственно, достаточно амбициозные цели, задачи мы поставили перед собой. Это будет создание, строительство нового центра для одаренных детей. Ну, вот, в общем-то, мобильные кванториумы у нас будут, IT-кубы. В рамках регионального проекта мы сегодня предусматриваем в системе образования обновление, укрепление материально-технической базы наших муниципальных школ. Мы предусмотрели ресурсы на приобретение компьютерной техники для всех школ муниципальных. Но я бы хотела добавить еще только в рамках национального проекта образования у нас очень много объектов будет построено. Это и школы, и садики. Садики, конечно, у нас они пересекаются в 2 национальных проектах, но в любом случае всего 14 садиков с ясельными группами. Это достаточно серьезный объемы, и, соответственно, мы обеспечим их строительство в текущем году. А в городе Чебоксары у нас строится серьезная современная школа, это в Волжском микрорайоне, и также в микрорайоне Новый город. Кроме того, строительство будет продолжено школ, это и в муниципальных районах. У нас в текущем году заложено строительство школ, это и в Козловском районе, и в Ядринском районе. В последующем программа, в каких районах конкретно школа будет построена, они тоже в долгосрочной программе Министерства образования указаны. Следующий проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Проект направлен на создание системы поддержки фермеров, улучшение условий их работы, расширение имущественной поддержки, упрощение налоговой отчетности. Безусловно, тема очень большая. Сегодня мы воспользуемся тем, что в нашей студии компетентные эксперты, и поговорим об основных новшествах, которые предлагаются этим проектом. Александр Николаевич, как вы, на ваш взгляд, скажется реализация национального проекта на успехе предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес? Какие проблемы он может решить, а может быть, какие-то создать? Ну вот уже мои коллеги сказали, что национальный проект – это в первую очередь мероприятие, которое направлено на создание прорыва в конкретном отрасли, да, вот в конкретной сфере. Также и здесь национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» говорит предпринимателям о том, что государство направляет средства, конкретные средства на реализацию конкретных целей. И вот, в частности, очень популярная у предпринимателей программа микрофинансирования, когда предприниматель может получить займ
например, до 5 миллионов рублей на 3 года по ставке рефинансирования плюс небольшой, значит, процент для пополнения оборотных средств. Или, например, предусмотрены средства, вот никогда такого не было, в этом году больше 40 миллионов было предусмотрено на поддержку экспортных инициатив. У предпринимателей есть продукт, им нужно показать его на выставке, не только в России, но и за рубежом. У них появляется реальная возможность выехать, презентовать, найти партнера. Или часто предприниматели приходят, задают нам вопросы на приеме, как нам продвинуть свой товар. Сегодня система построена таким образом, что есть определенная квота. То есть государственные заказчики должны купить у малого бизнеса, и что радует, вот эта вот доля или квота, она растет. И мы вот вообще думаем, что вот в рамках нас проекта эта доля обязательных закупок может вырасти и до 30%. И самое главное, установлены конкретные сроки оплаты по вот этим товарам, потому что вот вы знаете, что до последнего времени бывали случаи, когда в течение 30 дней не платили. В Чувашской республике по государственным муниципальным контрактам такой задолженности практически нет вообще. И еще один региональный проект, Светлана Александровна говорила, что у нас проект, он состоит из региональных проектов. Вот у нас есть такой проект, он называется «Популяризация предпринимательства». Чувашская республика начала заниматься, например, проектом молодежного предпринимательства еще с 2012 года. На всю Россию, значит, известны наши ребята «Бизнес-молодость». Да? Это вот именно те уникальные ребята, которые своим примером показали многим российским молодым начинающим предпринимателям, что можно и нужно даже в таких регионах, как Чувашская республика или в соседних, заниматься своей собственной предпринимательской инициативой. И вот мне кажется, что реализация национального проекта не только увеличит число предпринимателей, но и сделает их более успешными. Если подойти точечно к проблеме национального проекта, для нашей республики и для аграрной республики актуальна поддержка фермерских крестьянских хозяйств. Что-то предусмотрено в этой программе? Ну, насколько я знаю, в правительством предусмотрено больше 2 миллиардов рублей вообще на поддержку, значит, АПК. В том числе предусмотрено мероприятие на, значит, предоставление грантов крестьянско-фермерским хозяйствам, и их число увеличивается. Также очень популярная программа – это семейные фермы. Там грант от 10 миллионов рублей. Также есть, значит, программа, которая направлена на компенсацию части процентной ставки. Выделяются средства, значит, так называемые субсидии, целевые субсидии на компенсацию части затрат на приобретение семян или горюче-смазочных материалов. Но и все это говорит о том, что у нас даже количество необрабатываемых земель уменьшается с каждым годом. И самое главное, у нас предприниматели потянулись на село. Посмотрите вот даже за последние 10 лет, что было и что сейчас. Сейчас предприниматели готовы и хотят заниматься именно вот теми нишами, да, продуктовыми. Вот очень много предпринимателей занимаются производством сыров, значит, или, ну, молочное дело понятно, или вот, например, кондитерские продукты. То есть это и вот часто мы говорим, у нас увеличивается, значит, количество посевных площадей под технические масличные культуры. Тоже такого не было. Почему? Потому что очень высокорентабельный товар, а географические условия позволяют Чувашской республике выращивать эти культуры. А государственная поддержка, национальные проекты как раз и дают вот эту мощь, вот эту силу для того, чтобы это было очень эффективным. Сельское хозяйство становится локомотивом. Действительно, это так. Хотелось бы, чтобы оптимистические прогнозы, которые можно сделать, опираясь на национальные проекты, сбылись. Пожелаем успехов всем, кто будет их осуществлять. Благодарим наших экспертов. Большое спасибо. Большое спасибо вам за участие. А вам, уважаемые телезрители, я хочу сообщить, что следующие выпуски нашей программы будут держать в центре внимания национальные проекты. Постараемся познакомить вас более подробно с каждым из них. Всего вам доброго. Будьте с нами за круглым столом в центре внимания. Спасибо. До новых встреч.